Одним из самых главных и популярных среди туристов символов Крымского полуострова является знаменитая гора Ай-Петри. Попасть на плато горы можно различными путями. Самый комфортный из них – путешествие по канатной дороге. Мы же отправимся в путь по Бахчисарайскому шоссе. Периодически эта дорога попадает в списки самых опасных дорог в мире. Связано это с частыми камнепадами и размывами дорог в период дождей. — 400 метров над уровнем моря. Делаем остановку. Здесь можно посмотреть самый высокий водопад Крыма – Учан-Су. С крымско-татарского языка Учан-Су переводится как «летящая вода». К сожалению, в летнее время он не такой зрелищный, как ранней весной. Едем дальше. Небольшая остановка у Черепашьего озера. Черепах, кстати, мы так и не увидели. И снова в гору. Проехав несколько километров, можно посетить Серебряную беседку, построенную еще в 1894 году в честь окончания строительства шоссе Ялта-Бахчисарай. Дорогу строили около 30 лет, и это была непростая задача. Расположена беседка на горе со странным названием Пиндикюль. Отсюда открывается великолепный вид на Ялту, а прямо под ногами расстилается хвойный лес. Дорога становится все интересней и интересней, будто бы по ступенькам ведя нас все выше и выше. Вот мы уже на сплошной равнине с небольшим плоскогорьем. Вдали виднеется самая высокая точка горы и так называемые зубцы Ай-Петри. По экотропе можно подняться на самый пик. Здесь растет очень старый экземпляр клена. Считается, что дереву около 250 лет. Пройдя еще метров 100, мы оказываемся на вершине. Можно наслаждаться видом на побережье бесконечно. С одной стороны вид на Ялту и море, а с другой же прекрасные пейзажи Айпетринского плато. Попрощаемся с местными обитателями и в путь. Дальше дорога становится чуть хуже. Чувствуется, что данный маршрут не особо популярен, как предыдущая часть, идущая от Ялты. Но это не отменяет тот факт, что здесь чертовски красиво и атмосферно.
столбики вдоль дороги стоят, наверное, еще с 60-х годов прошлого столетия. Густой лес словно обволакивает дорогу, создавая впечатление, как будто едешь через тоннель. Время пролетает незаметно, и мы уже у следующей достопримечательности Крыма. Большой каньон сформировался около 2 миллионов лет назад и имеет высоту 600 метров. Здешняя природа удивительно прекрасна. Не зря территория каньона является заповедником и находится под охраной. Замкнутое пространство разлома способствовало образованию своеобразного микроклимата внизу и по склонам. На территории каньона растет множество цветов, кустарников и деревьев. Продолжаем плавно спускаться в долину реки Бельбек. И вот та самая долина, или Бельбекский каньон. В этом месте река пересекает внутреннюю гряду Крымских гор. Шоссе идет прямо по дну ущелья и уходит куда-то вдаль. Такой запомнилась поездка, наверное, по самой живописной дороге Крыма. В следующей части нашего путешествия будут новые места и достопримечательности. Спасибо за просмотр.